8 ноября Юрию Гудисовичу Аргун исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 76-м году после продолжительной болезни. В последние годы, несмотря на недуг, он продолжал активную научную деятельность, был полон творческих замыслов, многие из которых, к большому сожалению, не были реализованы. В частности, его докторская диссертация на тему «Абхазская диаспора. Историко-этнографическое исследование», которая практически была завершена, так и осталась незащищенной. Как подчеркивали выступавшие на конференции друзья и коллеги Юрия Аргун, ученый умело совмещал научную и преподавательскую деятельность с общественной и государственной работой. Юрий Гудисович являлся одним из основателей и бессменным руководителем общественной организации по связям с зарубежными соотечественниками «Абсадгил», членом исполкома Международной ассоциации абхазо-абазинского народа и Международной черкесской ассоциации. Он был автором идеи и инициатором проведения народных праздников Лхнашта и Мыкуашта, которые стали неотъемлемой частью современной абхазской культуры. В 1987 году Юрий Аргун начал работать в Абиги, где проработал до конца своей жизни, пройдя путь от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующего отделом этнологии. Все, кто соприкасался с ним, отмечают, и я в том числе, он был характером бесподобный человек, мягкий человек, никогда никого не обижал. Он всегда старался, чтобы всем коллегам, которые его окружают, было уютно и тепло работать с ним. Он долгое время возглавлял наш отдел этнологии, и все дела, которые были сделаны при нем, они были очень значимы, потому что в абхазской этнографической, этнологической науке очень много неизученных проблем. Особенно его беспокоила проблема языка, проблема происхождения абхазов, наши обряды, обычаи, изучал различные ремесла. Он был очень хорошим полевиком. Мы, молодые, очень много чего выучили именно благодаря совместным экспедициям, которые он проводил с нами. Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 году инициировал и подписал письмо представителя общественности и интеллигенции высшему политическому руководству СССР, получившее широкую известность как «Письмо 130». За свои политические убеждения, принципиальную гражданскую позицию он неоднократно подвергался преследованиям со стороны партийного руководства Грузии, но вполне заслуженно пользовался у абхазского народа авторитетом и уважением. Юрий Аргун является автором более 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и монографий. Все они в основном посвящены изучению быта и культуры абхазов. В последние годы он активно занимался изучением истории и этнографии абхазской диаспоры. Его перу принадлежат такие актуальные работы, как «Быт и культура современных абхазов», «Обычаи, обряды и взаимосвязь поколений», «Абхазские этнографические этюды», «Традиционное народное искусство и время». Юрий Аргун был постоянным участником всех комплексных экспедиций и руководителем некоторых из них, проводимых Абхазским музеем и Абхазским институтом. Это был человек, можно сказать, уникальный. Очень образованный, требовательный, вместе с тем добрый, человечный, принципиальный. Вопросы национального освободительного движения, вопросы сохранения абхазского этноса, абхазского языка, культуры, это на первом месте стояло у него в своей деятельности. И он в этом вопросе никак не мог бы уступить никому. Кто бы его человек не занимал, какую бы должность, начиная от наших чиновников, кончая до первого секретаря ЦК КП Грузии. Он был настоящим другом. Это человек, с которым можно было пойти в разведку, как говорится. И можно было знать, что если Юрий Гудисович рядом находится, он всегда будет
защищать. Юрия Гудисовича на протяжении всей его жизни глубоко волновали и проблемы современной Абхазии. Он часто обращал внимание общественности на состояние абхазского языка, традиционной культуры родного народа Апсура, демографическую ситуацию. В течение нескольких лет он являлся руководителем тематических сборников по Апсуара. Юрий Гудисович Аргун был человеком доброй души, чья жизнь и многогранная деятельность являются ярким примером преданного служения своему народу и Отечеству. Елена Лолуа, Сария Смыр, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.